Сыктывкаре проходят Дни белой трости. Они приурочены к Международному дню слепых и слабовидящих. Его отмечают в середине октября. В Коми по этому случаю решили устроить зально-настольную спартакиаду. Инвалиды по зрению со всей республики приехали в столицу региона посоревноваться в 13 дисциплинах. Среди них как физические испытания, так и интеллектуальные. От подтягивания, отжиманий до игры в крестики-нолики и домино. Виктория Денисова о том, как они проходят испытания. За доли секунд вдоль и поперек поле пересекает мяч. Да не простой, а звенящий. Игроки ориентируются исключительно на слух. Несмотря на кромешную тьму, они бьют по мячу раз за разом, забивая его в лунку соперника. Алексей Гусев, опытный теннисист, выступал на всероссийских соревнованиях для слепых и слабовидящих. Сегодня в Сыктывкаре он борется с воркутинцем. Правила здесь почти как в обычном настольном теннисе. Исключение – лунка для голов, бортики и экипировка, очки и удлиненная ракетка. Это сплоченность, общение, потому что все, например, город Воркута у нас за 1000 километров от нас, а близко пообщаться мы не можем. Это, во-первых, самое главное, что это общение, потому что для нас это общение – это все. И обмен опыта. Отжимания, подтягивания, теннис, баскетбольные броски, волейбольные подачи и настольные игры, домино, крестики-нолики. В программу спартакиады вошло 13 дисциплин. Борются командами по 4 человека в каждой. В Сыктывкар участники приехали со всей республики. А это Воркута, Печора, Ухта, Усть-Цильма, Усть-Кулом. Играют и спортсмены из Волгоградской области. География всегда в основном до этого была одинаковой. Да? В основном города республики Коми. А сейчас ведутся игры не в зачет спартакиады, а в зачет, не в зачет спартакиады инвалидов именно, а в зачет просто командной спартакиады, приуроченной к столетию республики Коми. В этом году Дни белой трости должны были объединить в себе сразу 3 направления – спартакиаду, совещание представителей организации инвалидов и концерт в Театре драмы. Из-за ковидных ограничений программу проводят в 3 дня вместо 5. Сегодня местные сообщества инвалидов работают преимущественно за счет грантов. Общественники создают проекты и выигрывают средства, будь то на проведение соревнований или покупку оборудования. Так оснащение пополнилось компьютерами, беговой дорожкой и настольными играми. Поскольку наша организация во Всероссийском обществе слепых одна из самых малочисленных, нас всего где-то около 800 человек по республике. В то время, когда крупные организации, там вот ближайшие к нам, там Кировская, Пермская, Нижегородская, татарская организация, там по 5-6 тысяч человек. Соответственно, уровень финансирования у нас меньше. Соответственно, у нас средств недостаточно для проведения полномасштабной социокультурной реабилитационной работы. В планах создать полноценный спортзал для людей с ограниченными возможностями здоровья, закупить новые специализированные тренажеры. Грядут и всероссийские спортивные соревнования для инвалидов. Ранее наши теннисисты вошли в 10 лучших по стране. Виктория Денисова, Никита Чернов, телеканал Юрган, Сыктывкар.